الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا. إلى كربلاء ويمضي القضاء أبيت الرجوع ليقضى البلاء. إلى كربلاء ويمضي القضاء أبيت الرجوع ليقضى البلاء. طلبت المسير لسنة حق أردت لتحيا فكان الإباء. طلبت المسير لسنة حق أردت لتحيا فكان الإباء. فسرت وساروا من الآل جمع ولله كانوا هم الأوفياء. فسرت وساروا من الآل جمع ولله كانوا هم الأوفياء. وداعا 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 أيا سبط خير الأنام رحلت شهيدا لرب السماء. وداعا أيا سبط خير الأنام رحلت شهيدا لرب السماء. إلى كربلاء إلى كربلاء إلى كربلاء إلى كربلاء. إلى كربلاء. С именем Аллаха, милостивого и милосердного. Часть первая. С именем Аллаха, милостивого и милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Господину посланников и печати пророков Мухаммаду, его пречистому роду и его сподвижникам. В 10-м году по хиджре, в месяц Зуль-Хиджа, после совершения прощального паломничества, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и тысячи его сподвижников возвращались в Медину. В пути они встали лагерем в местности под названием Гадир-Хум. Там протекал источник и был небольшой пруд. Здесь, незадолго до своей смерти, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, дал наставление своим сподвижникам. Несколько тысяч человек слушали то, что говорил пророк, мир ему и благословение. Это была красноречивая и выдающаяся проповедь. Среди прочего он сказал: «О люди, воистину я человек. Возможно, вскоре придет ко мне посланец Господа моего, и я отвечу ему». Он имел в виду смерть. «И я оставлю вам две драгоценные вещи. Первая — книга Аллаха. Она свет и прямой путь. Так придерживайтесь же ее крепко». Потом он начал побуждать людей следовать заповедям Корана, а после сказал: «И представители моего рода, Ахлюль-Бейт, я напоминаю вам об Аллахе в отношении представителей моего рода». Таково было наставление пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в конце его жизни. Первой драгоценностью он назвал книгу Аллаха, в которой находится приказ следовать сунне пророка, мир ему и благословение. Второй же драгоценностью были названы пречистые представители его рода, которых Всевышний Аллах в Коране описал так: «О обитатели дома! Аллах желает лишь избавить вас от скверны и очистить вас полностью».
Сура Аль-Ахзаб, 33. И это не обитатели обычного дома, а члены семьи наилучшего человека. Уважение по отношению к ним и знание их прав – одна из основ нашей религии. Воистину, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аль-Хасан и Аль-Хусейн – господа юношей в раю». Этот хадис был передан большим количеством сподвижников. Это указывает на то, что пророк, мир ему и благословение, объявлял о превосходстве и высоком положении Аль-Хасана и Аль-Хусейна на общественных собраниях и не раз повторял это. Беседа об Ахлюль-Бейт, мир им, разъяснение их превосходства и высокого положения, сохранение их наследия и истории – все это великие двери блага, через которые мусульманин приближается к своему Господу, всемогущему и великому. Одни из лучших среди Ахлюль-Бейт – Аль-Хасан и Аль-Хусейн, которые будут господами юношей в раю и являются внуками посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Послушайте, что передал славный сподвижник Хузейфа ибн Яман, да будет доволен им Аллах. Он сказал, что он последовал за пророком, мир ему и благословение, по окончании ночной молитвы, Аль-Иша. К Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, подошел один человек и, тайно побеседовав с ним, ушел. Тогда пророк, мир ему и благословение, спросил Хузейфу: «Не видел ли ты человека, который пришел ко мне незадолго до этого?» «Видел, о посланник Аллаха», — ответил он. Затем посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Воистину, это один из ангелов, который никогда до этой ночи не спускался на землю. Он попросил разрешения у Господа поприветствовать меня и обрадовать тем, что Аль-Хасан и Аль-Хусейн станут господами юношей в раю, а Фатима станет госпожой женщин-обитательниц рая. Да будет Аллах доволен всеми ими». Уважаемые зрители, это есть величайшее свидетельство и похвала. Что касается приносящего это свидетельство, то он лучший из тех, кто ходил по земле, который не говорит по прихоти. Это всего лишь откровение, которое внушается. Что же касается тех, о ком было принесено свидетельство, то это Фатима аз-Захра, дочь лучшего человека, Аль-Хасан и Аль-Хусейн, сыновья Али, которым доволен Аллах. أفضل العباد فعليكم منا السلام تحية يا آل بيت نبوة ورشاد يا آل بيت نبوة ورشاد ذكراكم في العالمين مدارس في سيرة وعقيدة. Однажды Амр ибн Аль-Ас, сидя в тени Каабы, увидел приближающегося человека. Он сказал сидевшим подле него: «Это любимейший житель земли для обитателей небес». Кто же приближался? Им был Аль-Хусейн, да будет доволен им Аллах. Такое свидетельство сподвижники посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, приносили об Аль-Хусейне, господине юношей в раю. Сегодня мы поговорим о том, про кого один из сподвижников пророка, Джабир ибн Абдуллах, да будет доволен им Аллах, сказал: «Если кто-либо хочет порадоваться, посмотрев на идущего по земле человека из обитателей рая, то пусть посмотрит на Аль-Хусейна, сына Али, да будет доволен ими Аллах». Сегодня наша речь пойдет о реальном человеке, павшем мучеником, о предводителе, с которого пристало брать пример, об Аль-Хусейне, о Райхане пророка, да благословит и приветствует Аллах его и его род. Дорогие зрители, о ком же еще пристало говорить, как не об Аль-Хусейне?
Кого еще пристало мусульманской общине брать примером для подражания, кроме подобных героев? Тех, кто пожертвовал собой ради этой общины. Да, мы поговорим об Аль-Хусейне. Ведь он был воспитан в окружении пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и последовал его путем. Мы поговорим о героях того времени. Разве может быть кто-то либо лучше их? Мы поведем беседу об Аль-Хусейне, чтобы стал он примером как для этой, так и для других общин. ولغيرها من الأمم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. Сура Аль-Анам, 90. Так пусть же он станет примером для всех нас. Я счастлив, коль слышу о нравах благих, как странник, что видит родимую крышу, и сердце восторженно бьется в груди, о доблести, мужестве, щедрости слыша. Кто он, Аль-Хусейн? Какова его кунья и к какому роду он принадлежал? Он Абу Абдиллях Аль-Хусейн ибн Али ибн Аби Талиб, ибн Абдуль-Мутталиб, ибн Хашим Аль-Кураши Аль-Хашими. Пророк, мир ему и благословение, нарекал его по-разному. Одно из таких названий — Ас-Сибт. Так уважаемые зрители чаще всего называли внука от дочери, внука же от сына называли Аль-Хафид. Аль-Хусейна же называли так, потому что он был сыном Фатимы, дочери пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк, мир ему и благословение, сказал: «Хусейн связан со мной, а я с Хусейном. Аллах полюбит того, кто полюбит Хусейна. Он один из моих внуков». Также Аль-Хусейна, да будет доволен им Аллах, называли Ар-Райхана. Ар-Райхана — это базилик, благоухающее растение, аромат которого приятен и чист. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал об Аль-Хасане и Аль-Хусейне: «Они для меня два райхана в этой жизни». Посланник Аллаха, мир ему и благословение, не имел домов, дворцов и несметных богатств. Отраду в этой жизни он находил в Аль-Хасане и Аль-Хусейне, да будет доволен ими Аллах. Также они были названы господами. Как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, Аль-Хасан и Аль-Хусейн будут господами юношей в раю. Такими именами называли Аль-Хусейна, да будет доволен Аллах им и его отцом, и да благословит и приветствует Аллах его деда Мухаммада. Кем же были родители Аль-Хусейна? Отцом его был имам Али ибн Абу Талиб, герой, прозванный Львом, человек, которого любил Аллах и его посланник. Матерью Аль-Хусейна была частица посланника Аллаха Фатима, госпожа женщин миров. Да будет Аллах доволен отцом и матерью Аль-Хусейна. Дедом Аль-Хусейна со стороны матери был лучший из творений, господин всех посланников, господин всех людей в судный день. Им был Мухаммад, да благословит и приветствует Аллах его и его род. И есть ли более почтенный дед? Бабушкой же со стороны матери была госпожа женщин, первая жена посланника Аллаха, та, которая помогла делу ислама своей душой и имуществом. Ею была Хадиджа, дочь Хувейлида. Посмотрите же на эту родословную. Дедом со стороны отца был Абу Талиб Абдуманаф ибн Абдуль-Мутталиб, который в свое время помог пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Бабушкой со стороны отца, то есть матерью Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, была Фатима, дочь Асада Аль-Хашимия. Какой же почтенной была эта родословная! Родными братьями и сестрами Аль-Хусейна были Аль-Хасан, Мухасин, Зейнаб Аль-Кубра и Кульсум. У него также были сводные братья, среди них Абу Бакр,
Умар и Усман. Али назвал двух своих сыновей именем Абу Бакр. Три сына Али, Абу Бакр, Умар и Усман, пали мучениками в местечке Карбала, защищая Аль-Хусейна и представителей рода посланника Аллаха, да будет доволен им Аллах. У Аль-Хусейна были еще сводные братья: Абдуллах, Яхья, Аун, Аббас, Мухаммад и Ибн Аль-Ханафия, Мухаммад Аль-Аусат и Мухаммад Аль-Азгар. Были у него, да будет доволен им Аллах, и сводные сестры: Хани, Саляма, Кирам, Джумана, Умама, Хадиджа, Фатима, Рукая и Зейнаб ас-Сугра. Это родословная, как луна посреди ночи, родословная, словно освещенная светом предрассветной зари. В одну из темных ночей Фадль бинт Аль-Харис увидела сон. Она направилась к посланнику Аллаха, мир ему и благословение, и сказала ему: «О посланник Аллаха, воистину, в эту ночь я увидела плохой сон». «Что было в нем?» — спросил ее пророк. «Он очень плох», — ответила она. «Каков твой сон?» — снова спросил пророк. «Я видела, что у тебя отрезали кусок тела, а затем положили его ко мне на колени». Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ей: «О Фадль, ты увидела благое. Фатима родит мальчика, и он будет у тебя на коленях». Фадль сказала: «Все произошло так, как пророк, мир ему и благословение, и сказал. Ребенок был у меня на коленях». Уважаемые зрители, этот хадис указывает на то, что Аль-Хусейн является частицей от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он словно кусочек его тела. Также о Фатиме пророк, мир ему и благословение, сказал: «Воистину, она частица меня, и причиняет мне боль то, что причиняет ей». В месяце Шабан, в 4-м году по хиджре, родился Аль-Хусейн, да будет доволен им Аллах. Али и Фатима были счастливы. Вся Медина радовалась этому малышу. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, направился к дому Фатимы. Он взял на руки благословенного младенца, а затем провозгласил азан в его правое ухо и произнес икаму в левое. Затем он взял финик, размягчил его своей слюной и протер им небо младенца. А потом он повернулся к Али и спросил: «О, Али, как ты назвал его?» Тот ответил: «Я назвал его Джафаром». Новорожденный был очень красив, и посланник Аллаха сказал: «Мне было велено поменять его имя». И пророк, дед новорожденного, выбрал имя, которым не называли никого ранее — Аль-Хусейн. Да, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, назвал его Аль-Хусейном. ولد الحسين ضحى فسر الهادي وزهت به طاب وشاع الوادي وزكى الوجود فلست تسمع في الملا إلا البشائر أو ترنم شادي. يا للوليد ويا لأم أو أب يا للمكان وساعة الميلاد. الأم زهراء المكارم والعلا خير النساء بجنة الميعاد. خير النساء بجنة الميعاد. Хусейн, да будет доволен им Аллах, с детства привык посещать мечеть пророка, да благословит его Аллах и приветствует. В один из дней пророк читал в мечети пятничную проповедь, а присутствующие люди слушали его. Аль-Хасан взял за ручку Аль-Хусейна, да будет доволен ими Аллах, и, облаченные в красные рубахи, они направились в мечеть, где пророк произносил проповедь. Они вошли в мечеть, спотыкались о свои длинные рубахи,
вставали и продолжали свой путь. Аль-Хасан вел за руку своего брата Аль-Хусейна. Они были словно солнце и луна. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидев их, прервал свою проповедь, спустился и направился к ним. Он взял их на руки и вернулся вместе с ними на минбар. Пророк прервал свою проповедь для того, чтобы подняться вместе с Аль-Хасаном и Аль-Хусейном на минбар. Затем он прочел слова Всевышнего Аллаха. После этого он сказал: «Я увидел этих двоих и не смог стерпеть». Так любил пророк Аль-Хасана и Аль-Хусейна. Аллаху Акбар! Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершал ночную молитву Аль-Иша вместе со своими сподвижниками. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, сказал, что в это время в мечети присутствовали Аль-Хасан и Аль-Хусейн. Они забирались на спину пророка, когда тот склонялся в земном поклоне. Посланник Аллаха иногда задерживал молящихся и ждал, пока дети не спустятся. Как прекрасны эти отношения между дедушкой и его внуками, между предводителем всех посланников и господами юношей в раю. Пророк, желая подняться, мягко брал их и ставил за своей спиной. А когда он вновь склонялся в земном поклоне, они снова забирались к нему на спину. И так до конца молитвы. Абу Хурейра сказал: когда молитва Аль-Иша была закончена, он посадил их к себе на колени. Тогда я поднялся и спросил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не отвести ли мне их к матери? На что он ответил: нет. В тот момент в небе ударила молния и осветила землю. Произошло удивительное. Обычно молния появляется и исчезает за секунды, но свет от той молнии остался, и пророк, мир ему и благословение, велел Аль-Хасану и Аль-Хусейну: идите к своей матери. Тогда они направились к своей матери под светом той молнии. Когда же они вошли в дом, свет пропал. Это было чудо. И каким оно было? Чудо, которое Аллах дал Аль-Хасану и Аль-Хусейну. Да будет он доволен ими. Имам Аль-Хусейн, да будет доволен им Аллах, рос, как и обычные дети. Он любил выходить из дома и играть со своими сверстниками из сподвижников. Рассказал Яля ибн Мура, что он сопровождал пророка, да благословит его Аллах и приветствует, на трапезу, на которую его пригласили. В это время пророк, мир ему и благословение, увидел Аль-Хусейна, играющего с тарелкой. Пророк приблизился к нему, раскрыл руки и стал звать Аль-Хусейна, да будет доволен им Аллах. Аль-Хусейн начал убегать то в эту, то в другую сторону, а пророк, да благословит его Аллах и приветствует, играл и шутил с ним. Потом он поймал малыша в свои объятия и поцеловал его. Затем он сказал: «Хусейн связан со мной, а я с Хусейном. Аллах полюбит того, кто полюбил Хусейна. Хусейн – один из внуков». تأثما إني دخلت على الحسين بليلة فرأيت سيدكم يقبل
ذا الفما. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, скучал по Аль-Хусейну, он шел к нему и его семье, да будет доволен Аллах ими всеми. Однажды он сообщил им радостную весть, что эти отношения между ними не оборвутся даже после смерти и останутся, когда они встретятся в раю Адн. Имам Ахмад в своем муснаде привел следующий хадис. Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вошел в дом Фатимы. Али, да будет доволен им Аллах, в это время лежал на своем ложе. Пророк, мир ему и благословение, сказал: «Воистину, я, ты, эти двое, то есть Аль-Хасан и Аль-Хусейн, и этот спящий, то есть Али ибн Абу Талиб, в судный день будем в одном месте. Превелик Аллах. Возрадуйтесь, возрадуйтесь, о те, кто любит представителей рода посланника Аллаха, те, кто любит Ахлюль-Бейт и сподвижников. Вы вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Вы вместе с Абу Бакром, Умаром и Усманом, вместе с Али, Аль-Хасаном и Аль-Хусейном, вместе с Айшей и Фатимой будете находиться рядом в судный день, так как человек в судный день будет с тем, кого он любил. Так идите же их путем и берите с них пример, и вы достигнете успеха». Многие случаи свидетельствуют о любви пророка, да благословит его Аллах и приветствует, к Аль-Хусейну. Представьте вместе со мной следующее. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, стоял и, улыбаясь, держал маленького Аль-Хусейна на своих плечах. И слюнки малыша капали на благословенное тело пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Как же мила эта сцена! Еще один случай, когда Аль-Хусейн, да будет доволен им Аллах, находясь на коленях у пророка, мир ему и благословение, помочился. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не разгневался, ведь его сердце было наполнено любовью к Аль-Хусейну. Да будет доволен им Аллах, господину, юношей в раю. سيد شباب أهل الجنة الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى. Милосердие пророка, да благословит его Аллах и приветствует, было очевидно в отношении к своим внукам Аль-Хасану и Аль-Хусейну, да будет доволен ими Аллах. Послушайте, что передал Абдуллах ибн Шаддад от своего отца, да будет доволен им Аллах, о том, как посланник Аллаха, мир ему и благословение, был мягок с внуками даже во время молитвы. Он сказал: «Мы совершили с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, одну из молитв. В одном из земных поклонов он надолго задержался. Тогда я, повествует рассказчик, поднял голову и увидел, что на спину пророка, да благословит его Аллах и приветствует, забрался Аль-Хасан или Аль-Хусейн. Увидев это, я вернулся в земной поклон. По окончании молитвы сподвижники, да будет доволен ими Аллах, сказали посланнику Аллаха, мир ему и благословение: «О посланник Аллаха, ты задержался в земном поклоне, и мы подумали, что-то случилось или тебе не спосылается откровение». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил им: «Не было ничего из того, что вы упомянули. Однако на меня взобрался мой сын, и я не хотел торопить его, пока он не закончил свою игру».
Братья и сестры, посмотрите на это милосердие и мягкость, которые проявлял пророк, да благословит его Аллах и приветствует, по отношению к внуку, да будет доволен им Аллах. Такими должны быть отцы и матери. Давайте обучаться милосердию на примере того, как относился пророк, да благословит его Аллах и приветствует, к своим внукам Аль-Хасану и Аль-Хусейну, да будет доволен ими Аллах. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, часто упоминал о достоинствах Ахлюль-Бейт. Хадисы об этом, и в частности об Аль-Хасане и Аль-Хусейне, как о представителях рода пророка, приводятся в пересказе от многих сподвижников. Один из таких известных хадисов, как мы уже говорили, повествует о том, что Аль-Хасан и Аль-Хусейн будут господами юношей в раю. В хадисе, который передал Абу Хурейра, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто полюбил этих двоих, то есть Аль-Хасана и Аль-Хусейна, тот полюбил и меня. А кто возненавидел их, тот возненавидел и меня». Это означает, что каждый, полюбивший Аль-Хасана и Аль-Хусейна, полюбил и пророка, да благословит его Аллах и приветствует. А все те, кто говорит о них плохое или ненавидит их, словно говорит плохое о посланнике Аллаха. Учеными и имамами были написаны целые книги и главы о достоинствах Ахлюль-Бейт, о достоинствах представителей рода посланника Аллаха. Имам Аш-Шафии написал о них стихи, среди которых есть следующие строки. من لم يصل عليكم لا صلاة له. ولد الحسين ضحى فسر الهادي وزهت به طاب وشاع الوادي وزكى الوجود فلست. Однажды шейх Уль-Ислям Ибн Таймия услышал, что некоторые люди говорят плохое о представителях рода посланника Аллаха и полны ненависти к ним. Он разгневался и сказал: «Как люди могут ненавидеть обитателей дома посланника Аллаха? Возненавидевшего их постигнет проклятие Аллаха, ангелов и всех людей. Аллах не примет от него ничего». А как ответил Абдуллах ибн Умар, да будет доволен Аллах им его отцом? Он был в Мекке, когда один мужчина задал ему вопрос о крови комара. Ибн Умар спросил его: «Откуда ты?» «Я из Ирака», — ответил тот. Тогда Ибн Умар сказал: «О люди, посмотрите на это, посмотрите на них. Они спрашивают меня о крови комара, в то время как пролили кровь внука посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Я же слышал, как он, мир ему и благословение, говорил: они для меня два райхана в этой жизни». Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, были ниспосланы аяты, в которых содержатся ясные указания на добродетели матерей правоверных, жен пророка, мир ему и благословение. Сказал Всевышний Аллах: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Да, в этих аятах описаны явные добродетели матерей правоверных. Пророк, мир ему и благословение, пожелал, чтобы упомянутые достоинства относились и к людям плаща. Что же он сделал? Он позвал их, укрыл плащом и воззвал к Аллаху за них. Кто же они, люди плаща, и какова их история? Мать правоверных Аиша, да будет доволен ею Аллах, сообщила нам, что однажды утром пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вышел в черном плаще. Затем к нему подошел Аль-Хасан ибн Али, и он укрыл его плащом.
После пришел Аль-Хусейн, и пророк тоже взял его под свой плащ. После пришла Фатима, да будет доволен ею Аллах, и также оказалась под плащом пророка, мир ему и благословение. А затем пришел Али ибн Аби Талиб, и тоже был укрыт плащом. Тогда пророк сказал: «О обитатели дома, Аллах желает лишь избавить вас от скверны и очистить вас полностью». Именно поэтому они были прозваны людьми плаща. В другой версии хадиса говорится, что пророк, мир ему и благословение, воззвал к Аллаху за них, сказав: «О Аллах, они представители моего рода, так избавь же их от скверны и очисти их полностью». Так жил Аль-Хусейн, да будет доволен им Аллах, под опекой своего деда, да благословит его Аллах и приветствует. Он был красивее солнца и его сияния, и яснее луны, следующей за ним. Так добро же пожаловать Аль-Хусейну, да будет доволен им Аллах. والأمة أرقها السفر وقفت تثنيك بلا جدوى ودموع الصحبة تنحدر ومضيت حسين إلى سفر والأمة أرقها السفر وقفت تثنيك بلا جدوى ودموع الصحبة تنحدر ساروا في ركبك أياما أملا والحب له صور وإذا أجرى الله قضاء مفعولا لا ينفع حذر وإذا أجرى الله قضاء مفعولا لا ينفع حذر وخرجت لتحيي أمتنا وهناك يسابقها القدر ومشيت تلاحظك الدنيا وفؤاد الأمة يستعر وخرجت لتحيي أمتنا وهناك يسابقها القدر ومشيت تلاحظك الدنيا وفؤاد الأمة يستعر وخرجت لتحيي أمتنا وهناك يسابقها